В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ожидания работников сферы туризма оправдались. Пресс-конференция в Тандила-Гардске. Наркомания – национальная беда. Специальный репортаж программы. О сотрудничестве в различных сферах. ТПП Абхазии налаживает контакты с Китаем. Сегодня, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает 64-й день рождения. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента России Владимира Путина. Миллионы людей не только России, но и за ее пределами связывают с вашим именем надежды на более справедливый миропорядок, защиту и развитие. Вы стали поистине исторической фигурой, возродив экономику, военную мощь и международное значение России как великой державы. Наш народ искренне вам благодарен за неизменное внимание и ключевое содействие социально-экономическому развитию и обеспечению безопасности нашей страны. Ваш авторитет в абхазском обществе непререкаем, отметил в частности в своем поздравлении Рауль Хаджимба. Президент Рауль Хаджимба своим распоряжением назначил Фиблу Возба начальником управления протокола президента Республики Абхазия. Ранее Фибла Возба являлась пресс-секретарем президента. В этом году Абхазию посетили до 1 400 000 человек. Такие данные привел министр по курортам и туризму Автандил-Гардске сегодня на пресс-конференции в Апснапресс, подводя итоги курортного сезона. Кроме того, по данным министерства, последние 2 года стали рекордными по количеству посетивших нашу страну туристов за весь постсоветский период. Таким образом, оправдались ожидания работников туристической сферы. Амра Амичба продолжит тему. 1 400 000 человек отдохнули в Абхазии за нынешний курортный сезон. Министр по курортам и туризму Автандил-Гардске уточнил, что данные выводили из количества зарегистрированных в 245 объектах размещения, в гостиницах, домах отдыха, а также частном секторе, и по количеству заезжавших экскурсионных групп на озеро Рица и в Новоафонскую пещеру. По словам Гардске, 2015 и 2016 годы стали рекордными за весь постсоветский период. В бюджет республики от туристической отрасли за 4 месяца сезона 2015 года поступило 350 миллионов рублей. В этом году рост будет по всем показателям. Я думаю, будет около 400 миллионов. За счет туризма, именно туризма, в Абхазию за этот период заходит денежной массы в оборот, по нашим подсчетам, от 6 до 8 миллиардов рублей, которые оседают в руках наших граждан, на которые они после развиваются, строят не только отели, они также строят кафе, рестораны, вы, наверное, видите, магазины. 82 гостиницы в 2012 году было. Сейчас их всех вместе 245, почти 250. Министр рассказал журналистам о реализации государственной программы развития туризма на 2016 год, на которую было выделено 4 миллиона рублей. Из этой суммы 500 000 рублей направлено на обучение экскурсоводов на базе Абхазского госуниверситета. 3,5 миллиона рублей предусмотрено на создание туристического информационного центра. Это сервисная служба, которая работает в любой туристической стране, и не только туристической, куда ты можешь прийти, получить любую информацию об этой стране, начиная гостиниц, экскурсионных маршрутов. Проблема состоит в месте. Мы не определились с местом, потому что на границе сосредоточена привокзальная площадь, здесь очень много служб, но у нас есть, почему я это и принес, у нас есть место вот здесь, ведутся переговоры. Я думаю, что строительство этого центра, база будет где-то в начале следующего года. Эти деньги не потеряются, они будут использованы в этом направлении. Для сравнения, Автандил-Гардске озвучил цифры по количеству туристов в предыдущие годы.
Так, за последние 10 лет максимум отдыхающих, 210 тысяч, было зарегистрировано в 2007 году, тогда как за этот год только Рицинский парк посетили на 1 октября 579 тысяч человек. В целом, туристический сезон 2016 года, который еще не завершился, министр охарактеризовал как весьма успешный. Прогнозы сбылись, а ожидания работников туристической отрасли оправдались. Амра Амиджиб, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Энрик Агрба и Александр Тванба победили в турнире OFC «Битва в Абхазии». Накануне в Сухуме прошел 9-й международный турнир по смешанным единоборствам OFC «Битва в Абхазии». В соревнованиях участвовали 24 спортсмена. Бои транслировались в прямом эфире в нескольких странах Европы. На турнире присутствовал президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Абхазские бойцы порадовали болельщиков, заполнивших в этот вечер трибуны городского стадиона «Динамо». Дебютант турнира Энрик Агрба, выступающий за Абхазию, раздельным решением судей победил Магомеда Абдурахимова из России в весовой категории до 76 килограммов. Другой наш боец Александр Тванба победил спортсмена из России Шадмона Шарафова в полусреднем весе. Их бой длился всего 2 минуты 45 секунд. Главный бой турнира «Битва в Абхазии» между Алиаром Саркеровым, Россия, и Маурисио Мачадо, Бразилия, был очень зрелищным. Алиар Саркеров в первом раунде смог одолеть бразильского спортсмена и защитить свой титул OFC уже в 3-й раз. Победный кубок бойцу вручил президент республики Рауль Хаджимба. О вреде наркотиков говорится много и на разных уровнях. Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. Обычно наркоманами становятся люди, у которых наблюдается упадок физических и душевных сил, чтобы бороться в жизни за свое место под солнцем. По всему миру миллионы людей подвержены этой зависимости. Не обошла эта беда и нашу страну. Точных данных о количестве наркоманов в Абхазии нет, но с последствиями наркомании сталкивается так или иначе практически каждый житель нашей республики. Мы вновь решили обратиться к этой теме, чтобы еще раз предупредить и, возможно, спасти чью-то жизнь. Смотрите специальный репортаж Елены Лолуа. Национальная беда – наркомания. В пылу политических страстей и бытовых неурядиц общество упускает из виду эту проблему. Государство меньше, чем хотелось бы, уделяет ей внимание. Между тем, число людей, сидящих на игле, стабильно высокое. В группе риска – молодежь. В Абхазии работает группа анонимных наркоманов и алкоголиков, которые ведут бывшие пациенты наркодиспансера. Они помогают больным избавиться от зависимости. Психосоциальной реабилитацией наркоманов и алкоголиков занимается и благотворительный фонд Айтайра. За 3 года его работы через фонд прошли 400 зависимых. Из них 42 человека были отправлены в Россию на реабилитацию, и только порядка 15 избавились от пагубной привычки. Ситуация на самом деле сегодня в Абхазии плачевная. Плачевная, потому что наша молодежь погибает, наша молодежь просто сама себя уничтожает. И дело в том, что ни один институт, скажем так, не занимается этой проблематикой на должном уровне. Да, я понимаю, что есть очень много проблем в государстве, которые надо решать. Но наркомания – это такая основная проблема. Мы так считаем. Почему? Потому что молодежь погибает. Каждую неделю мы видим случаи, что там с кем-то что-то случилось, там, или авария, или там, скажем так, передозировка, или там от сопутствующих каких-то заболеваний умирают ребята. Молодые ребята до 30 лет. Несколько лет назад в Абхазию пришла другая напасть – сильнодействующий препарат «Лирика», предназначенный для лечения эпилепсии. А сегодня он запрещен в свободной реализации на территории республики. Препарат помогает снять так называемые ломки, но очень скоро неконтролируемый его прием приводит к другой зависимости. В сводках МВД распространители препарата «Лирика» фигурируют нередко. Полностью специальный репортаж Елены Лолу осмотрите сразу после новостей.
По инициативе Торгово-промышленной палаты и Министерства иностранных дел Абхазии в Сухуми состоялась встреча с 20 представителями Пекина и Ханчжоу из разных сфер деятельности, от медицины до туризма. Визит в Абхазию китайской делегации состоялся в ряду первых запланированных встреч после работы саммита «Группа 20». Подробности в материале Ренаты Шакая. Во всем мире известно о китайской медицине и ее результатах. Возможно, на сегодняшний день Китай – это единственная страна, которая меньше всего использует фармацевтическую промышленность. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагуля на встрече с делегацией представителей традиционной китайской медицины отметил, что нашей стране следует перенять опыт в лечении Китая. Помимо этого, Абхазия, по примеру многих стран, может использовать в республике туристическую медицину. Приезда такой представительной делегации говорит о том, что есть интерес к этой республике нашей, что наша республика уже созрела для определенных инвестиций и есть уже доверие. Цель визита делегации – поиск объектов для инвестиций в лечение и оздоровление на основе традиционной китайской медицины. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с туризмом, гостиничным бизнесом, сельским хозяйством, финансами, продовольственной безопасностью, услугами и информацией. Китайский общественный деятель Ги Чжили возглавляет народную дипломатию. Кроме того, с 2011 года он назначен почетным консулом Абхазии в Китайской Народной Республике. У нас конкретные предложения есть по серьезной инвестиции. Хотя я 10 раз сюда, но в одиночку это не новые шелковые пути. А эти серьезные люди с технологиями, с золотыми руками, с серьезными инвестиционными деньгами. В ближайшее время будет обсуждаться возможность открытия представительства Абхазии в Китае, отметил почетный консул Абхазии в Новгороде Владимир Матвейчук. Хотя Чжили, когда приезжал сюда, как вот с официальным, 2 ноты протеста грузинская сторона выставила в Пекин. Поэтому Чжили сейчас является народным дипломатом. От народной, так сказать, власти, и вот в частности представительство будет подписание Геннадий Леонидович, подписание соглашения о сотрудничестве во всех отраслях. И Чжили приехал с предложением, сейчас поедем к руководству 13 часов согласовать вопрос открытия представительства в Китае, в Пекине. В завершении встречи президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагуля и почетный консул Абхазии в Китайской Народной Республике Ги Чжили подписали договор о сотрудничестве в различных отраслях. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В больнице республики поступило новое лабораторное медицинское оборудование, соответствующее самым современным международным стандартам. Это анализаторы, которые определяют газы и электролиты крови, и автоматический коагулометр для исследований свертываемости крови. Кроме того, поступило еще 2 автоматических гематологических анализатора, которые определяют общий анализ крови. Один работает в формате 5D и развернуто читает лейкоформулу крови. Завезены и полуавтоматические анализаторы, биохимические портативные для экспресс-анализа. Вся медицинская техника будет распределена между Республиканской больницей Минздрава, Национальным онкологическим центром и центральными районными больницами. Оборудование поступило в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы требует придерживаться правил охоты на перепелов. Чтобы сохранить популяцию, представитель экологического ведомства проводит массовые рейды и проверки, в том числе и в ночное время. В Гагарском районе, в селе Махадыр, в ходе рейдовых мероприятий у браконьеров были изъяты предметы для ловли перепела в ночное время. Сария Смыр расскажет подробности. Охотничий сезон в Абхазии в самом разгаре. В это время года в основном идет охота на перепелов, довольно распространенную в Абхазии птицу. Такой вид охоты, как всем известно, не запрещен, но в последние годы охотники начали вылавливать перепелов в ночное время с помощью специальных средств. Фонари, звуковые устройства применяют все, что могут достать. Таким способом браконьеры за ночь могут выловить более 100 птиц. Используется этот осветительный прибор, он подходит к перепелке, не нужно ничего, она стая села целая, вот он осветил, она ослепла, все, она не может никуда двинуться, он ее накрыл манком, собрал, и вот там вот есть сеточка, куда они сажают, значит,
По нашему законодательству один охотник может добыть 17-20 перепелов, но не 150, не 200 перепелов. Это уничтожает основное стадо перепела, которое летит сюда. Экологи бьют тревогу, так как массовое уничтожение птицы отрицательно влияет на окружающую среду. Государственный комитет Республики Абхазия по экологии и охране природы проводит массовые рейды и проверки в ночное время. Совсем недавно такая работа была проведена в селе Махадыр Гагарского района. В ходе рейда у браконьеров были изъяты все подручные средства для ловли перепелов. Ночью прибыл на место, мы задержали 5 человек с фонарями. Вот их, эти фонари, задержали, мы у них вот забрали, заполнили протокола, они будут оштрафованы. Сколько бы мы административных мер не принимали, как бы так, общество, люди должны понять, что это неправильно. По словам Мурмана Соломка, есть правила, которых должны придерживаться все охотники. Тем не менее, эти правила часто нарушаются. По тому положению, по такому законодательству, охота в ночное время с применением осветительных приборов, манков, записанных на электронный носитель, охота запрещена. Он заведомо знает, что он идет и не по правилам себя ведет. Поэтому, когда мы его задерживаем на месте, никто не спорит. В планах Государственного комитета по экологии и охране природы провести рейдовые мероприятия и в других районах республики. Сария Смырас, Тамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни погода Абхазии неустойчивая. В субботу небольшая облачность без осадков, в воскресенье ожидается облачная погода, ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.